таком формате главы сельских поселений сразу 3 районов встречаются нечасто. За последние 5 лет это лишь второй круглый стол. Одни знакомы лично, другие заочно. Но общие темы для обсуждения искать не надо. Диалог получается живой. Весной 2018-го головная боль властей на местах – мусор. После массовых субботников стало ясно – откладывать решение этой проблемы больше нельзя. Пока своих площадок для хранения отходов нет ни в одном районе. Из года в год население туда складывает свои отходы. Из года в год мы думаем, что с ними делать. Но, в общем-то, проблема не решается, она накапливается с годами. И вопрос утилизации отходов – это один из острых вопросов в нашем, думаю, не только в нашем сельском поселении. Здесь не помешала бы помощь предпринимателей. В сельских районах малый бизнес доказал, что готов брать на себя любые сферы обслуживания. К примеру, в Визинге именно предприниматель оказывает полный перечень ритуальных услуг. А в соседнем Кайгородке для жителей погребение – большая проблема. Здесь даже задумались над созданием своей специализированной похоронной службы. Но пока интереса у местных бизнес-структур нет. Индивидуальный предприниматель оказывает услуги по поставке ритуальных всех услуг в плане гроб, крест, венки и так далее. Но у него нет службы по проведению всей процедуры. То есть от морга до дома, от дома до кладбища. Это у нас не проводится. Проблема стоит очень остро. Сами сельские кладбища приводить в порядок помогают народные проекты. Кстати, вопросы благоустройства глав сельских поселений уже не пугают. Подмогой стал все тот же народный бюджет. Правда, пока раскачать сельчан получается не всегда, но местные власти над этим работают. Живем здесь мы, да? Жалуемся то, что у нас улицы не убраны, дороги плохие. Мусора очень много. В то же время решение этих проблем возможно. Возможно, в самом лучшем случае на уровне небольших сельских поселений, где народу немного и каждый друг друга знает. Ведь это возможно. Мы глав призываем к этому, к диалогу с людьми. Только в этом году на Сысоле реализуют 10 народных проектов. В Кайгородке 11, в Прилузии 12. Но районные власти в один голос говорят – этого мало. И, судя по всему, республика их услышала. В 2019-м народный бюджет планируют увеличить. Конечно, есть у муниципалитетов желание увеличить финансирование на эти проекты в связи с тем, что проекты на самом деле являются очень действенной мерой по работе с населением и по улучшению в муниципалитетах, особенно в поселках. И это большой плюс поселковым главам с инфраструктуры, социальных объектов, малых объектов, формы разные для отдыха, для спорта, для улучшения дорожной инфраструктуры. А еще Южный Куст Коми – лидер по организации ТОСов. Они сегодня надежные помощники глав сельских поселений. В свою очередь их поддерживают и районные бюджеты. Правда, здесь скоро могут возникнуть проблемы. Протянуть руку финансовой помощи смогут только юридически зарегистрированным ТОСам. А таких пока единицы. Виктория Палкина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сысольский район.